Добрый вечер, дорогие телезрители. Программа «Киэфир». С вами в прямом эфире. Я его ведущая Акунбаева Джинара. Номер нашей студии 59-20-01. Как всегда, напомню, это прямой эфир. Интересные темы, актуальные темы, а также социальные. Я думаю, будет очень интересно, особенно сегодняшняя тема. Гость уже у нас в эфире. Я вам его представлю чуть попозже. Пока напомню наших спонсоров. Это компания «Широ», ледниковая вода «Легенда», и также холдинг «Ассоль». Дорогие телезрители, также мы есть и в социальных сетях, напомню, это Facebook, Одноклассники, Skype, а также Instagram, где всю жизнь, можно сказать, нашего телеканала вы можете просмотреть на наших официальных страничках, наш логин Киэмуз-канал. Но буквально недавно у нас в городе достаточно громко отгремело одно мероприятие Fashion Week, весенняя неделя моды. Я думаю, каждый об этом знал, услышал и видел, поучаствовал. Думаю, вы также были и телезрителями, и также и зрителями на самом мероприятии. Ну а сегодня у нас в гостях организатор Fashion Week, у нас неделя моды в Кыргызстане, а также по совместительству директор модельного агентства Витлайн. Я думаю, вы уже узнали, это самое, Виталина Шевченко. Здравствуйте, добрый вечер, Виталин. Здравствуйте, Жанна. Очень мы рады видеть вас. Виталин, у нас буквально недавно прошел достаточно громкий, модный неделя моды в Кыргызстане. Расскажите нам немножечко, как все прошло, несмотря на то, что немножечко погода подвела, были дожди, но вы провели это мероприятие первый раз на открытом пространстве, правильно? Да, да, мы рискнули, и погода нас немножко подвела, но тем не менее это уже не первый раз проходит мероприятие, это у нас уже 19-я неделя моды. Мы начали в 2006 по традиции дважды в год, и мы открыли 10-й год. 10-й год, 19-й Можно сказать, сезон. ровно 10 лет, как Вот неделя осенью, моды у нас да, существует. осенью у нас пройдет. Я надеюсь, что в декабре, в конце декабря, простите, в самом начале декабря у нас пройдет 20-й, и мы, в общем-то, 10-й год, надеюсь, что закроем благополучно. Но что хотелось сделать, прежде всего, очень хотелось немножко измениться. Измениться очень сильно. Хотелось выскочить на другой уровень, но мы скаканули на улицу для начала. Вот. Мы решили, понадеялись на то, что погода в мае будет очень хороша. Вот. И поэтому амфитеатр Алатау нам показалось, что это достаточно хорошая площадка, достаточно раскрученная, достаточно хороший свет и звук. Потому что в театре нам стало немножко тесно, и мы решили выйти туда. Так что первый день прошел замечательно, у нас были великолепные гости. То есть на самом деле неделя моды, вот мы как раз разговаривали об этом. Очень долгое время у нас в Кыргызстане, Fashion Week Кыргызстан проходил 6 дней. Года 2 назад мы немножечко сократили, стали проводить 5 дней, но тоже это называли неделя по одной простой причине. 5 рабочих дней в неделю, почему бы, собственно, и нет. Логично, действительно. Да, вот. Тем более потом, после окончания недели моды, в понедельник, то есть дополнительный день, когда у нас проходит разбор полетов. Это то есть? Это то есть. У нас всегда, все предыдущие 9 лет, я позиционировала как неделю моды проект, который обучает дизайнеров, то есть обучающий проект. И, в принципе, мы ставили свои задачи, во-первых, дать возможность молодым показать свое видение и свои творения, во-вторых, дать возможность посоревноваться, потому что ты не можешь стать лучше, если ты не будешь стараться стать лучше, чем кто-то другой. Действительно. И поэтому это был конкурсный проект, это был конкурс, в основном это был конкурс молодых дизайнеров. И также у нас было 2 дополнительных дня. Один день мы отдавали брендам, то есть те, которые уже считают, что они уже состоялись. И то есть такие именитые оценивать, да, не то, что именитые, то есть у нас, так скажем, был конкурс молодых дизайнеров, потом был бренд-шоу день. Это дизайнеры, которые считали, что они все, никто не имеет права их судить, они уже взрослые, они уже выросли, они уже как бренд. Еще один день мы отдавали нашим именитым дизайнерам, то есть это от ассоциации фэшн-дизайнеров, наши мэтры, то есть судьи, те, кто судит, потому что каждый, кого судят, имеет право знать, кто его судит. То есть покажите свои работы, дорогие члены жюри, и мы посмотрим, имеете ли вы право нас судить. Вот. И завершал всегда нашу неделю моды гала-показ, то есть лучшие конкурсные коллекции, то есть лучшие молодые дизайнеры.
В этом году мы решили немножечко отойти. И когда мы приглашали гостей, то мы приглашали гостей с точки зрения, посмотрите, как там делаются. То есть у нас были гости из Франции, из Бельгии, из Германии, то есть у нас было очень много, из Голландии. Приезжали дизайнеры, приезжали эксперты, которые, в принципе, учили, показывали, мы на них смотрели, мы научились верить в себя. То есть и да. как, если сопоставить наших европейских гостей, да, которые приезжали к нам, и наших отечественных дизайнеров, Handmade Кыргызстан, правильно? Как? Ну, так скажем, когда мы первый раз пригласили гостью из Франции, например, наши дизайнеры сказали, и чего мы боялись. В принципе, на самом деле, да. Ну, на самом деле, видите, у нас с вами есть такой некий комплекс провинциальности. Мы всегда боялись. Только вот это присутствие, а впрочем, Вот. работы, это все сравнимо, Вы знаете, конкурентоспособное. на самом деле ситуация такая. Дизайнеров же достаточно много. Есть молодые, есть, так скажем, те, которые работают на большую, так скажем, то есть как ателье. И есть люди, которые действительно творят и которые действительно могут занимать достаточно высокую статусную позицию как дизайнеры. А именно о дизайнерах, Виталий, мы обязательно поговорим, о их работе, о том, как они уже состоялись, могут ли уже конкурировать и представлять наш Кыргызстан. Дорогие телезрители, а пока я напомню, что мы сегодня с Виталиной Шевченко, директором модельного агентства Витлайн, а также идейным вдохновителем недели моды у нас в Кыргызстане. Сегодня целый час в эфире будем разговаривать о буквально недавно прошедшем мероприятии «Неделя моды в Кыргызстане 2015». Это уже 19-я неделя моды в нашем Кыргызстане, а также в целом о моде, о наших модельных агентствах. Обо всем этом подробно сегодня нам будет рассказывать наша дорогая гостья Виталина Шевченко. Дорогие телезрители, 59-20-01, номер нашей студии. Будем ждать ваших звонков, и мы продолжаем. В целом мероприятие Fashion Week прошло достаточно ярко. Мы видели фотографии, я думаю, также и телезрители видели в соцсетях, в разные, те же самые дизайнеры выкладывали, вот говоря о победителях. К сожалению, не смогли к нам приехать в студию, да, но тем не менее, хотелось бы у вас спросить уже уровень, каков наших дизайнеров. Это уже по счету 19-я неделя моды, и от первой недели моды и нынешней отличается ли? Уже, я думаю, есть прогресс. Естественно, за 10 лет прогресс достаточно значимый, и у нас сложилась такая традиция. То есть все дизайнеры, которые получают гран-при, мы принимаем на себя затраты по презентации этих коллекций на международном уровне. То есть у нас есть такой проект Fashion Bridge, который проходит в Берлине. Гран-при мы обычно показываем за свой счет. И, в принципе, все коллекции, которые получили первые места в номинациях, а у нас номинаций 10, мы тоже, как правило, представляем там. То есть они получают право представлять страну на международном уровне. Я вам хочу сказать, что когда в позапрошлом году, например, мы делали первый раз проект Fashion Bridge в Берлине, делали огромный показ, это был музей коммуникаций, там из 16 участвующих коллекций 9 коллекций было наши, и из этих 9 коллекций 4 коллекции вошли в лучшие коллекции из 6, Это достаточно которые были отобраны. большой прогресс, из 16, И мы 9 хотели, наших. мы хотели, честно говоря, очень хотели подружиться с ассоциацией фэшн-дизайнеров в Германии. И когда я подошла к президенту, ассоциация, она смотрела, присутствовала на показе, она спросила: а что бы вы от нас хотели? Я говорю: мы бы хотели научиться. Она говорит: вы знаете, я думаю, вам нечему у нас учиться. Я бы гордилась, если бы мои ученики могли делать то, что делают ваши студенты. Ой, даже и так. Да, но, правда, она немножечко не учла то, что это были уже победители недели моды, то есть это первые места и гран-при. Более того, хочу сказать, что 2 коллекции, которые участвовали, которые получили у нас гран-при, ну, например, гран-при у нас получила Марина Клюк, ее коллекция Эсперато Модельяне. Она завоевала безусловную золотую медаль на Дельфийских Евразийских играх. Она только-только оттуда вернулась, мы ее отправили как победительницу прошлой недели моды. Вот. И я была воодушевлена, мне очень понравилось, и я просто горжусь нашими педагогами и тем, что неделя моды этому способствовала. То есть Марина там была, как нам написали, вне конкуренции, безоговорочно. Там конкурс проходит такой:
То есть сначала ты приводишь свою готовую коллекцию, а второй этап тебе дают задание, и ты в течение дня должен сделать по этому заданию определенный эскиз и сшить. И наша да. соотечественная Марина И наша это всё соотечественная сделала. Марина сделала, причем вне конкуренции, она сказала, что у нее не было практически конкурентов. Вот. А вторая гран-при в промышленном воплощении это коллекция «Намат». И Марина до сих пор еще, кстати, она приглашена по работе уже как дизайнер. Ее пригласили, она в Дубае сейчас находится. То есть по работе? Вот, да, по работе уже как дизайнер. И вторая коллекция Анна Тё, она только что вернулась с Fashion Week в Грузии, она получила гран-при, и там тоже. И ее пригласили в Международный институт, который занимается, то есть Домус, Академия моды в Италии. Так что нам с вами есть чем гордиться. То есть у нас уже подрастающие, можно сказать, именитые дизайнеры, кутюрье. Более того, я хочу сказать, что очень многие дизайнеры, которые начинали у нас в конкурсных программах, сейчас уже не только мы пригласили их в жюри, например, Жумагуль Сариева, когда-то она как дизайнер начинала. Она несколько раз получила гран-при на наших и в первые места в номинациях. Мы посмотрели, убедились, что человек действительно очень профессионально работает и действительно уже пора ей других судить, да. Вот, она стала нашим почетным членом жюри тоже, она тоже судит, она показывает ее коллекции и ее торговая марка Japan Handmade, вы наверняка знаете. И в Японии мы показывали, это все шло на ура, в Корее мы ездили, вот недавно вернулись из Сеула, все были в восторге. Ее коллекция получила первое место, гран-при на конкурсе «Мода России» и так далее. То есть, более того, наши молодые дизайнеры, участники конкурса, они практически на старших курсах, они уже работают в наших промышленных компаниях и помогают им делать коллекции, которые завоевывают призовые места на международных конкурсах и на выставках. Так что я так думаю, что мы сделали очень важное дело. Прогресс, потенциал развили, дали, можно сказать, билет, большую дорогу именно недели моды, так как благодаря этому проекту наши соотечественницы, победительницы становятся лучшими, участвуют, их узнают, приглашают даже работать за границами. И приглашают. И что самое важное, они получают возможность действительно работать по специальности и поднимать нашу с вами промышленность. Прекрасно, есть чем гордиться, да? Дорогие телезрители, Виталина Шевченко нам сегодня рассказывает о подробностях недели моды, прошедшей буквально недавно. У нас есть специально подготовленный сюжет с недели моды в Кыргызстане у нас. Давайте, Виталин, вместе с вами посмотрим прямо сейчас. Дорогие телезрители, к вашему вниманию сюжет, который мы сняли с недели моды Кыргызстана 2015. Fashion Week – один из самых значимых ивентов в мире промышленной индустрии Кыргызстана, в этом году стал юбилейным. Уже в течение 10 лет идейный вдохновитель сие мероприятия Виталина Шевченко, невзирая ни на какие преграды и неурядицы на пути, достойно возносит флаг моды в Кыргызстане и 2 раза в год проводит масштабные празднества красоты и стиля. Мы также не смогли обойти стороной фееричное событие года. Я Казакбаева Барчин, и мы сегодня находимся на мероприятии закрытия Fashion Week 2015. У нас сегодня будут выступать самые лучшие дизайнеры Кыргызстана и России. Наводятся последние штрихи. Все очень волнуются. Давайте посмотрим этот процесс. Неделю моды можно поистине назвать поприщем талантов, ведь именно здесь собираются самые деятельные и креативные люди страны. Главной целью организаторов является поддержка отечественного производителя. Дизайнер Наталья Шамиева рассказала нам о своей творческой задумке. Расскажите о вашей коллекции. Коллекция называется «Белый плен». Актуальный белый цвет, вечерние платья. А вот какие-нибудь интересные детали можете немножко рассказать? Ну, открытые спины, много декора. Виновники торжества весьма сдержаны в своих высказываниях, чего не скажешь об их коллекциях, каждая из которых в буквальном смысле этого слова пестрит яркостью красок и смелостью фантазии. По словам представителя жюри именитого кутюрье Мадины Топаевой, на этой неделе моды предусмотрено 2 спецприза от судей, несколько первых мест и гран-при. А вот были ли коллекции, именно вот, которые симпатизировали именно вам, запомнились?
Да, мне очень запомнилась коллекция из войлока. Материал вроде известный, но к нему подошли очень интересно, необычно. Вот. И мне понравилась коллекция очень самого молодого участника. Вот. Девочка еще в школе учится, но в принципе сделала коллекцию не хуже, чем наши постоянные участники. Организаторы Fashion Week утверждают, что присоединение Кыргызстана к Евразийскому союзу откроет границы для обмена творческим опытом, торговли и долгой дружбы. Именно поэтому, помимо конкурса среди начинающих модельеров, проходившим в течение 2 дней, были предусмотрены показы коллекций известных российских дизайнеров, таких как Даша Гаузер, Ксения Князева, брендов Кайф & Кайф, Fashion Love Story, а также творения представителей соседних стран – Елены Ладик из Узбекистана и Айдаркана Галиева из Казахстана. Среди множества участников гран-при в категории «Авторская работа» заняла Клюк Марина с коллекцией из пирата Модиглиани, а гран-при в категории «Промышленное воплощение» досталось Тё Анни с коллекцией «Намад». Хочется надеяться, что имена кыргызстанских талантов зазвучат скоро повсюду, ведь их работы ничем не уступают творчеству именитых дизайнеров. Дорогие телезрители, тем, кто только присоединился к нам, напомню, такой эфир в прямом эфире. Я его ведущая Акунбаева Джинара. Номер нашей студии 59-20-01. Сегодня в гостях у нас Виталина Шевченко. Я думаю, каждый буквально знает ее, особенно молодые девушки. Это директор модельного агентства Витлайн, а также идейный вдохновитель и основатель недели моды у нас в Кыргызстане. И только что мы посмотрели сюжет, как вы видели, с недели моды у нас в Кыргызстане. Виталин, мы посмотрели достаточно уже, можно сказать, есть прогресс, да, начиная от начала, и нынешнее проведение показов – это совсем другой уровень. Также приезжают именитые дизайнеры не только буквально соседних стран, также из России, то есть и даже с Европы и так далее. Да, Виталин, прогресс уже есть, да, вот стремление. Вот я хотела бы вас спросить, вот вы сейчас уже, думаю, знаете, как говорят, рыба в воде, да, в этом. Какие минусы учли уже, что нового у вас уже какие-либо идеи, думаю, назрели после проведения очередного Fashion Week, я думаю, какие-либо недостатки, что-то взяли во внимание, недочеты было, думаю, да? Конечно, было. Самый главный недочет, то, что мы поторопились, конечно, с площадкой, но я так думаю, что в связи с тем, что Кыргызстан вступил сейчас в таможенный союз, и границы у нас открываются, мы стали интересны нашим соседям, нашим партнерам. И в этот раз действительно в сюжете было не очень хорошо видно, но у нас приехали действительно международные бренды, международного уровня бренды, то есть, например, Дарья Гаузер, она является хедлайнером фэшн-виков российских, московских, да. Вот. И бренды, которые приехали, которые заинтересовались нашим рынком,
Мгм. то наш рынок, который не интересует наших местных производителей, к величайшему сожалению. Интересует, тем Но не менее, интересует, зарубежных. да. Вот с чем это связано? То есть как оценили наши гости уровень наших дизайнеров, то есть наши вещи, да, то есть отечественные, их мнение. И также у меня вопрос, почему, самый, думаю, это достаточно большой вопрос, глобальный, можно сказать, касательно именно нашего Кыргызстана, наши местные жители, бишкекчане, да и не только, не интересуются отечественными производствами одежды и так далее. Нет, вы немножечко неправильно говорите. Я вам могу сказать так, что наши местные компании производят очень неплохие вещи, но они ориентированы на рынки Казахстана и России, их интересуют оптовые поставки. Они, к сожалению, не интересуются нашим рынком. И все наши международные эксперты, которые приезжают, они всегда очень удивляются, что почему вы прежде всего не начнете обшивать своих. Вот. Но наши компании намеренно выходят на Россию, на Казахстан. Думаю, это да, то вопрос в финансах, да, то есть касательно нет, этих. не то, что даже денежных. финансов, я так думаю, что все еще развивается, все еще, В процессе. да, все еще в процессе. Но самое главное, что наши люди теперь готовы одеваться в хорошую одежду. Нам с вами уже не хочется одеваться в турецкие какие-то третьесортные тряпочки и в китайские в том числе. И я думаю, что потихонечку, всему свое время, мы, конечно, сейчас посмотрели, убедились. Я так думаю, что 20-я неделя моды, то есть я очень хотела, чтобы 19-я вот эта вот неделя моды была у нас просто вау. Поэтому было столько гостей, поэтому были такие замечательные коллекции. Наши гости были в восторге от коллекций, которые представили наши дизайнеры именитые. То есть первый можно день пятерку, да, состав самых сильнейших дизайнеров наших? Ну, у нас, например, Татьяна Воротникова, Мадина Топаева, Айдая Сангулова, Жумагуль Сариева, Дильбар показывала свою коллекцию и несколько молодых. То есть, ну, первый день открытия у нас, в первый день мы показывали коллекции эксклюзивной одежды. Вот, то есть та одежда, которая в единственном экземпляре. Второй день мы уже показывали бренды. Вот брендов киргизских у нас было всего ничего, но зато у нас Кания Тергибаева, кстати, была в первый день. Вот. В брендовый день у нас были бренды модные, и там в основном были российские. И я была очень рада, это очень хороший мастер-класс для наших промышленных компаний, потому что они увидели, что когда ты пытаешься завоевать рынок, то показывать, например, 10 платьев — это маловато. То есть россияне привезли по 25, по 35 единиц. То есть они сделали действительно шоу, замечательное шоу, великолепное. И я хочу сказать, что наши модели, так уж получилось, что из-за дождя с 16 числа мы перенесли на 17, 2 показа. И была очень большая программа была. Нам пришлось 17 числа отменить конкурс моделей, потому что нам пришлось в один день уместить 2 программы. Была суматоха, но тем не менее модели были уставшие, но были очень довольны. Очень приятно носить хорошие вещи. Очень приятно. Это доставляет моральное, эстетическое удовольствие. Поэтому все модели говорили, что да, мы устали, но это был очень красивый день. Очень красивый, замечательный. Замечательно. Говоря немного уже, хотелось бы о моделях, переключиться к моделям. Да? У вас есть Виталин, модельное агентство. Ветлан, немножечко об основании этого модельного агентства. И также хотелось бы о наших моделях поговорить. Есть ли перспектива быть моделью у нас в Кыргызстане? Начнем с того, что азиатки немножечко ниже ростом, не подходят по стандартам, которые диктуют нам с Европы, да, но тем не менее. Ну, я хочу вам сказать одну очень хорошую новость, которая меня лично обрадовала, что все российские дизайнеры очень хвалили наших моделей. То есть буквально на неделе моды, которые приезжали, на неделе моды, да? которые приезжали, мы делали большой кастинг, мы отобрали, приглашали моделей со всего Бишкека, но отобрали, так уж получилось, что практически почти 90% было наших моделей, именно ветлайновских. Вот. И все дизайнеры отметили, сказали, что замечательные. Там Даша Гаузер только что вернулась, например, из Баку. Вот, она сказала, что сравнила модели из Баку, она сказала, наши. ваши девочки просто великолепны, с ними прекрасно работается. То есть это меня очень порадовало.
Второй плюс. Вы знаете, я всегда говорила, когда ко мне обращались и спрашивали перспективы у наших моделей, я всегда говорила, то есть у нас несколько моделей работают на международном уровне, работают, то есть и в Тайпее, и в Гонконге, в Сеуле в том же самом работали, приглашение Италия, Франция, то есть, ну, из Франции у нас девочка-модель сбежала перед самым началом недели моды, потому что случилась любовь, ну бог с ним. Вот. Но я всегда говорила, что для девочек азиатский теплица, он не очень востребован в Европе и не очень востребован в Азии по одной простой причине. В Азии своих хватает, а в Европе вроде бы как не очень хорошо. И азиатские, так скажем, бренды, все, что имеет отношение к моде, они стараются работать с европейскими, потому что они стараются, так скажем, от Китая отойти и показать, что это для европейского рынка, поэтому девочки-европейки востребованы были. Но в этом году мы подписали контракты с 2 международными конкурсами модельными, которые проходят в Сеуле. И они как раз-таки специализируются на девочках азиатского типа. То есть у нас, вот мы недавно совсем вернулись из Сеула, где проходил конкурс Asia Models Competition, Asia Models Award, и там наши девочки выступали, и наша девочка Рыскуль, Намазбекова наша. да, она вошла в 5 лучших. Вот. И второй конкурс, с которым мы подписали договор, контракт, он будет проводиться также в Корее, он называется Supermodel of the Asia. И мы в рамках нашей недели моды мы проводили отборочный тур для этого конкурса. Вот. Так что также я знаю, отдельно будут была, участвовать. программа отбора именно самых лучших моделей, да? Да, Хотелось да, бы да, узнать, да. кто стал и по Вы каким знаете, критериям. мы сейчас, так как я вам сказала, у нас в воскресенье пришлось совместить немножечко, вот, поэтому мы сделали специальные сейчас подсъемки и отправили для решения. То есть уже скорее до конца, лучших, то да? есть к началу следующей недели, я думаю, что мы будем знать, кто поедет представлять Кыргызстан, но там будут и мальчики, и девочки. Ясно. У нас вот есть как раз фотоотчет с недели моды. Давайте посмотрим и на девочек-моделей, которые участвовали, представляли коллекцию, ну а также, конечно же, коллекции с недели моды. Что же там было интересного обо всем этом в нашем сюжете на нашей традиционной рубрике «Кей-фото». К вашему вниманию. Мы вновь в прямом эфире, дорогие телезрители. Только что мы посмотрели фотоотчет с недели моды, который прошел в нашем Кыргызстане буквально недавно. В гостях сегодня у нас, напомню, Виталина Шевченко, директор модельного агентства Витлайн, а также основатель и идейный вдохновитель недели моды в Кыргызстане. Мы продолжаем. Виталин, посмотрели, девочки уже могут претендовать, да, и участвовать на показах не только в нашем Кыргызстане, но и также, в принципе, за пределами. То есть это говорит об их опыте, а вы, как директор модельного агентства, их обучаете, думаю, из
делаете их бриллиантом, да, то есть гравировка и так далее, это все попадает в ваши огранку. руки, да, и выходят такие прекрасные девушки, которые были на неделе моды. Хотелось бы узнать, то есть наши девочки в основном занимаются этим для какого-то личного удовлетворения, некоторые как хобби, ну а серьезно можно заняться? И вот хотелось бы спросить у вас. Вы знаете, у нас есть несколько моделей наших, которые работают на международном уровне достаточно серьезно. Но одна из самых успешных наших моделей это Карина Милавина. Вы ее помните по фотографиям, помните Некси? Лицо компании Некси. То есть она сейчас, мы были в Сеуле, мы с ней практически пересеклись. Она работает сейчас на международном уровне. Мы ее передали Andy Fjord Models, это модельное агентство санкт-петербургское. Очень хорошие перспективы были у Алены нашей Демьяненко, которую приглашали и в Италию, и во Францию. Но любовь. Ну, любовь, да, случилась, но ничего страшного. Ну, а что касается школы моделей, да, начиная с 2001 года у нас работает наша школа. Вот немножечко поподробнее можно рассказать, Виталина, как вы вдруг решили сделать, я думаю, подарок, не только это ваша любимая работа, но, я думаю, подарок и шанс многим нашим девочкам. Ну, вы знаете, я в то время работала на телевидении, и мы делали проекты, пиар-проекты для наших рекламодателей. И один из таких пиар-проектов был конкурс фотомодели портфолио. То есть мы хотели сделать проект для женских брендов. Это Шварцкоп, Нивея, Люмине. Это были наши главные спонсоры в то время. Вот. И для них мы придумали какой-то вот... У нас была передача «Клуб Окей» для наполнения. То есть нужно было чем-то занять. Мы сделали конкурс для девушек ниже 170, мини-мисс, для девушек ниже 170 сантиметров. И в 2001 году мы провели конкурс, который обозвали «Портфолио», потому что для работы с рекламой мне необходимы были девушки, которые умеют не только ходить и не ходить, но и умеют изображать что-то, то есть могут играть в рекламных роликах и на фотосессиях, на рекламных фотографиях. То есть мы сделали конкурс фотомоделей «Портфолио», и у нас был слоган «Рост значения не имеет». И в то время мы пригласили, то есть мы приглашали невысоких, ну, всяких. И так уж получилось, что победила у нас девушка, рост которой Зульфия Умаралиева, которая позже стала, тоже работала на телевидении, стала журналисткой. У нее был рост 1,61 м, но она была замечательная, именно как фотомодель. И ее фотографии, то есть мы постоянно всех постоянно удивляли, потому что люди, которые смотрели фотосессии, говорят, это она, да, а вот это она, да. И вот это тоже она, и это тоже она. То есть она бывала, она могла быть абсолютно разной, менялась в зависимости от прически, от мейкапа, то есть это нечто. И так как я стараюсь на своих проектах не сидеть в жюри, потому что я девушка очень эмоциональная, очень поддаюсь, то есть эмоциям. Если я вижу, какой человек был и какой он стал, я ставлю пятерки за его работу, а не за то, как он выглядит. Поэтому я предпочитаю, чтобы в жюри сидели профессионалы, которые, в принципе, готовы смотреть на окончательный результат. Я пригласила в конкурс директора модельного агентства «Фотоарт» из Алматы Бориса Кульмагомедова. Он приехал, он посмотрел, они выбрали, то есть Зуля победила, и он сказал, что вот у нас есть, если хотите, есть ли у вас, какой у вас приз для вашей победительницы? Если хотите, я могу ее отправить на конкурс New Model International, который проходит в Египте, в Каире, если вы найдете деньги. Но мы нашли деньги, мы отправили Зулю. Но при росте 1,61 м я ей сказала: Зуля, я тебя умоляю, пожалуйста, не рассчитывай на гран-при. Ты можешь рассчитывать в лучшем случае, то есть мисс фотогеничность, пожалуйста, это твое однозначно, никто тебя этого не заберет. Она уехала. И спустя какое-то время, то есть после окончания конкурса, среди ночи раздался телефонный звонок, я взяла трубку и слышу там: Виталина Владимировна, я везу. И что ты везешь? Гран-при. Я говорю, какой такой гран-при? Какой гран? Ну, 1,61 м, модельный конкурс. Это минимум 1,70 м и выше, то есть невозможно. Но тем не менее. Я говорю, не может быть. Она говорит, как не может быть? Вы мне не верите? То есть она на меня очень обиделась. Я всю ночь не спала, потом перезвонила организаторам в Алмату. И они мне подтвердили, что да, действительно, Зульфия Умаралиева, Кыргызстан, Гран-при.
Я была в шоке. То есть, ну, правда, конечно, когда она была здесь, мы ей приписали, мы написали 1,65 м, потом Боря приписал ей еще 3 сантиметра, 1,68 м. В Это она уже Египте, выросла. в Египте ей приписали, добавили, в общем, она стала 1,70 м. Вот. Но тем не менее, когда я увидела, как она выступала, я поняла, что на самом деле у нее не было конкурентов, потому что мы их учили играть. Мы их даже не учили дефиле. То есть у нас конкурс портфолио, мы их не учили дефиле. Единственное, у нас была сценка, в которой они изображали пародия на показ, на модный показ, в котором вот они вышагивали. И я просто, когда увидела видео, я поняла, то есть она настолько заражала своей эмоциональностью, то есть она играла. Она играла на кадр, на публику, она играла на фотографов. То есть там приятно было на нее смотреть. Девочка, которая шла следом за ней сразу из Казахстана, она попадала под это обаяние, то есть она тоже пыталась что-то делать, потому что она видела, что перед ней творится. А все остальные дальше вешалки с ножками, то есть вот просто дефиле и все. И в принципе, я так понимаю, конечно, сошлись звезды, конечно, я думаю, что там элемент случайности, потому что наверняка кто-то хотел кому-то там помочь, и самой девочке, которая в принципе не могла получить награду на этом конкурсе, за счет ставили чуть-чуть выше балла девочкам, которые имели все шансы, ставили чуть-чуть ниже. Но факт тот, что она получила это гран-при. Это случилось. Это замечательно. Это случилось, но мы поняли, что на самом деле, наверное, то, чему мы учим, может пригодиться другим людям. И именно с 2001 года мы открыли школу. Я всегда говорю, что Зуля, благодаря тебе. Вот. Ну и вот начиная с 2001 года школа, модельное агентство Витлайн, то есть мы... Сейчас у нас занимается 212-я группа. Уже по счету 212-я группа. В каждой группе в среднем 10-12 человек. То есть, в принципе, достаточно большое количество людей мы уже воспитали. Вот. Но я всегда говорю, когда приходят девушки, я всегда говорю, что вы научитесь для себя. Невозможно предсказать. То есть бывают девочки, которые модельные, вот они родились модельными, то есть у них и фигура, и стать модельная. А бывают девочки, которые, но при этом отвратительный характер, или абсолютная рассеянность, или полная безалаберность, или отсутствие дисциплины вообще, в принципе, или медведь на ухо наступил. А бывают девочки, которые, в принципе, посмотришь, ну и думаешь, не знаю, ну, невзрачно, тем не менее, да. Есть. И, в принципе, как говорят визажисты, то есть нарисовать-то можно все что угодно на лице. А вот характер, фигура и характер — это самое главное. Поэтому, в принципе, мы всегда говорим, для себя научитесь. И у нас очень много девочек, то есть, в общем-то, на каждом канале практически, когда я включаю телевизор, на каждом канале наша выпускница. Это я очень уже приятно. Сейчас, да, с одной стороны, и это очень приятно. И, в принципе, мы всегда говорим на выпускных экзаменах, что Витлайн делает все, чтобы вы могли нами гордиться. Я бы хотела, чтобы и мы имели возможность гордиться вами. И я сейчас смотрю вот перед неделей моды на кастинге установочном. И приходят девочки из модельных агентств, которые основали мои ученицы. Я смотрю, у нас каждая модель практически уже свое агентство открыла. То есть уже даже такой большой рост. Ну, это замечательно. Виталий, ну мы сейчас переключимся на короткую рекламу. Дорогие телезрители, у нас короткая реклама, позже мы вновь вернемся в студию и продолжим нашу беседу. Дорогие телезрители, мы вновь в прямом эфире. Напомню, программа «Киэфир». Говорим мы сегодня о прошедшей буквально недавно в нашем городе Бишкек, о неделе моды Fashion Week 2015. И в гостях сегодня у нас организатор, основатель, идейный вдохновитель недели моды у нас в Кыргызстане, также директор модельного агентства Витлайн Виталина Шевченко. Дорогие телезрители, ждем ваших звонков по номеру 592001. Вопросы наши сегодняшние гости. Виталин, вот я бы хотела спросить, эта неделя моды прошла, мы за кадром разговорились с вами, вы уже сделали определенные какие-то стандарты, подвели, то есть какие-то принципы даже, можно сказать, да, более ориентированные на Европу, то есть уже будет немножечко закрытый показ, не так, как былые показы, когда уже и, в принципе, обычным телезрителям можно было приходить, но сейчас вы хотите немножечко поменять, да? Хотелось бы спросить о будущих планах касательно именно недели моды у нас в Кыргызстане. Вы знаете, мы поняли, что, во-первых, сейчас
неделя моды, она может стать более интересна профессионалам. И поэтому вот начиная с декабря месяца, в декабре месяце у нас будет осенняя неделя моды, в самом начале, первая неделя. Я так думаю, что конкурс молодых дизайнеров мы, конечно, сделаем, пожалуйста. Но именно позиционировать и будем как конкурс молодых дизайнеров. А профессиональная неделя моды, она будет более закрытая, она будет профессиональная. Мы не будем давать большую рекламу. То есть так, как делается во всей Европе, владельцы бутиков, владельцы модных салонов, пожалуйста, и пресса. То есть, в общем-то, и все. Вот, потому что заинтересованы действительно брендом, не очень интересна реклама широкому кругу. Им интересна целевая аудитория, им интересны те, кто будет у них покупать. Вот. Поэтому я так думаю, что вот мы сейчас посмотрели, подумали, и, в общем-то, я так то, о чем я говорила, что 10-й год должен стать новой ступенькой, он, в принципе, ей станет. Все немножечко поменяется. Вот касательно международных стандартов, у нас, я думаю, есть будущее, да, чтобы выйти на этот стандарт. И также хотелось бы спросить, возьмем, к примеру, ближайших наших соседей, да, Казахстан, Узбекистан, то есть с ними мы можем уже конкурировать. Их недели моды, их дизайнеры, их модели. Вы знаете, мы бы с удовольствием с ними конкурировали, если бы нас поддерживало правительство. Я могу сказать, что те деньги, которые выделяются, например, в Узбекистане, которые проводят под эгидой президента, когда они имеют возможности приглашать Дольче Габбана, например, когда они имеют возможность приглашать... То есть на открытие свои, да? На свои недели моды, или Узбекистан, то есть это Узбекистан. И если мы говорим про Казахстан, например, что я вам могу сказать, что фестиваль дизайнеров, который проходит один-единственный день, в Таразе, государство выделяет порядка 150 тысяч долларов на проведение этого конкурса. Мы работаем сами. Я знаю, в десятки раз меньше. Государство, к сожалению, такого рода мероприятия не поддерживает. Мы не ждем, то есть мы работаем по принципу, как говорил Кеннеди, не спрашивай у страны, что она может дать тебе, спроси у себя, что ты можешь дать стране. Вот мы даем стране дизайнеров, мы даем стране проект. В принципе, я так думаю, что всему свое время, я так думаю, что могли мы сделали и делаем, продолжаем работать. Вот. По творческой части, на всех международных конкурсах, особенно там молодых дизайнеров, мы казахов опережаем. Вот, то есть наши молодые, они очень талантливые, очень интересные. И в связи с тем, что рынки открылись, сейчас мы стали проще, мы стали доступнее, я думаю, что мы с вами увидим не один международный бренд теперь. Я думаю, что они, в принципе, вот теперь мы можем их сюда приглашать, потому что есть возможность и, так скажем, и покупать, и продавать, и есть возможность Одним словом, таможенный союз, касательно именно да. недели моды, только благоприятные условия. Именно фэшн-индустрия, я думаю, что да. Наши швейники с большим воодушевлением, так скажем, ждали и вступления в таможенный союз, и наши продавцы. Вот, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Ну, это замечательно, что на такой благоприятной ноте мы завершаем наш эфир. Виталин, спасибо, что рассказали нам подробно касательно целой индустрии фэшна у нас в Кыргызстане, как обстоят дела. Я думаю, наши телезрители, если даже не звонили, но тем не менее узнали о всех тонкостях, об интересах, даже сказала бы достаточно вещах. Виталин, перед тем, как закончить, я хочу вам свободный микрофон дать пару слов для наших телезрительниц. Я думаю, вас видят не только наши телезрители, но и ваши ученицы, в которых вы выпустили 200, даже с лишним человек, да, то есть даже если считать не человек, надо. Больше 1000. Даже больше 1000. Если да, 112 групп по 10 человек, то есть около 1000. То есть больше 1000. Я думаю, сейчас они все внимательно нас слушают. Ну что ж, что я могу сказать? Те, кто у нас учился, я очень рада, и за очень многими я наблюдаю и вижу, я горжусь вами. А те, кто собирается к нам учиться, запишите телефон 47 55 51, мы вас ждем. А самое главное, действительно, видеть цель, знать, зачем ты делаешь и для чего ты это делаешь. То есть, в принципе,
Никогда не поздно стать лучше. И девиз нашей школы, он звучит так: «Измени себя, и мир вокруг изменится». То есть все зависит от того, как ты себя ощущаешь, все зависит от того, как ты строишь мир вокруг себя. И если каждый человек будет делать хотя бы чуть-чуть мир вокруг себя лучше, мы с вами будем жить в гораздо более прекрасном мире. Я Давайте думаю, менять намного мир к лучшему. прекрасном мире. Виталий, спасибо за такие мотивирующие слова. Я думаю, недостаточно много, буквально 2 предложения, но столько смысла, да, в этих словах, действительно. Виталий, спасибо еще раз большое, что пришли, рассказали нам. Вам мы хотим пожелать только успехов, также, чтобы вы радовали нас. Только вы нас единственная, которая делает у нас такие мероприятия, дает, я сказала бы, такой билет нашим молодым дизайнерам, да, и Уже моделям. нет. А уже они как бы уже вырастают. Уже нет, уже не потихонечку. я одна, уже растут другие Они проекты. уже Так что замечательно. Тем не менее, вы были одна из первых, да, за это мы хотим вам сказать спасибо, Виталин, еще раз. Дорогие телезрители, на такой вот позитивной, интересной дискуссии наша программа «Киефир» уже подходит к концу. Всем хотелось бы пожелать хорошего продолжения вечера. И смотрите нашу программу «Киефир» каждый день ровно в 19:30 на телеканале Киевмус. А с вами была я, Кунбаева Динара. Всем до скорых встреч и всем пока.